казахские пословицы и поговорки. Единственное число – существительные, отвечающие на вопросы «кем», «с кем», кіммен, «чем», «с чем». немен, Например, атамен, «с кем?» С дедушкой. Кем? Дедушкой. келінмен, Кем? Снохой. С кем? Со снохой. қызбен, Кем? Дочерью. С кем? С дочерью. көйлекпен, Чем? Платьем. С чем? С платьем. Владиславпен, Кем? Владиславом. С кем? С Владиславом. Местоимения и существительные в единственном числе, отвечающие на вопросы «кем», «с кем», имеют одинаковые окончания. Например, менімен, сенімен, сізбен, онымен, атамен, әжемен, қарындаспен, бөбекпен, егізбен, туыспен, қызбен, қарындаспен, әйелмен. множественное число, существительные, отвечающие на вопросы «кем», «с кем», кімдермен, «чем», «с чем». нелермен, Например, балалармен, кем – детьми, с кем – с детьми. қыздармен, Кем – дочерьми, с кем – с дочерьми. қарындастармен, Кем – младшими сестрами, с кем – с младшими сестрами. бөпелермен, Кем – малышами, с кем – с малышами. әйелдермен, Кем – женами, с кем – с женами. көйлектермен, Чем – платьями, с чем – с платьями. Местоимения и существительные во множественном числе, отвечающие на вопросы «кем», «с кем», имеют одинаковые окончания. Например, бізбен, сендермен, сіздермен, олармен, балалармен, әжелермен, қыздармен, мұғалімдермен, қарындастармен, көршілермен, абысындармен, інілермен. в русском языке вопросы «под кем», «под чем», «за кем», «за чем» в значении места звучит в казахском языке одинаково. Қайда? В русском языке такие вопросы, как возле чего, возле кого, рядом с кем, рядом с чем, на ком, на чем, над кем, над чем, имеющие значение места, звучат в казахском языке одинаково. Қайда? В русском языке вопросы перед кем, перед чем, между чем, имеющие значение места, звучат в казахском языке одинаково. Қайда? При построении предложений в русском и казахском языках существительные могут отвечать на один и тот же вопрос – кем или чем. Кіммен, немен, Например, хвалиться чем? Хвалиться подарками. немен мақтану, сыйлықтармен мақтану. Резать хлеб чем? Резать ножом. Немен нан кесу, пышақпен нан кесу. Написать чем? Написать ручкой. Немен жазу, қаламмен жазу. Гордиться кем? Гордиться братом. Кіммен мақтану, ағаммен мақтанамын. Но, как показывают примеры под номерами 4 и 5, такое построение не всегда равнозначно относительно вопросу. Например, интересоваться чем? Интересоваться книгой. Неге қызығу, кітапқа қызығу.
Работать кем? Работать учителем. Кім болып жұмыс жасау? Мұғалім болып жұмыс жасау. Стать кем? Стать футболистом. Кім болу? Футболист болу. При построении предложения в русском и казахском языке существительные могут отвечать на один и тот же вопрос. Например, смеяться с кем? Смеяться с другом. Кіммен күлу? Доспен күлу. Но, как показывает второй пример, такое построение не всегда равнозначно относительно вопроса. Например, смеяться над кем? Над другом. Кімге күлу? Досқа күлу. По учебнику выполните сначала задание «Проверь себя», затем выполните письменно 7 заданий, потом домашнее задание и обязательно выучите новые казахские слова и выражения по теме «Устное народное творчество казахов».